Вся татарская история в одном подкасте. Лекторий «Миллиард татар». У вас достаточно много разных проектов, и есть медийный проект «Татарский переулок», да? То есть как появилась идея создать этот проект, почему, то есть вы решили его выделить отдельно и сосредоточиться на этой теме? Я слово «проект» не очень люблю, потому что оно подразумевает что-то коммерческое, мне так, по крайней мере, кажется. С чем связан татарский период? Я еще до пандемии хотел делать интервью с татарами ленинградцами, коренными. Это и исследовательский такой пласт, это и медийный. Вы можете параллельно включать время на телефон. Может, я сейчас допью это? Да, хорошо. Да. Это скорее, просветительский. Хорошо, назовем его проектом. Медиапроект. Да. Там несколько целей. Это и исследовательская, то есть исследователи, которые занимаются изучением татар, мусульманских сообществ в России, в СССР даже, они могут обратиться это как к источнику. Это первый пласт. Второй момент – это, конечно же, просто действительно культурный такой культурный слой, или не слой, но культурный аспект. Здесь мы видим, что, во-первых, татары, они не просто давно живут, об этом понятно, пишут и говорят, но мы видим их вживую, мы слышим их голос, мы понимаем, что они такие же представители этой петербургской культуры, как и другие национальные. Через лица, через судьи, через человека, да. Наверное, две эти основные задачи, я их стараюсь выполнять, тем более, что этих людей очень мало осталось, и они действительно, кажется, что, наверное, еще такой, помимо просветительский, еще третий момент – это такой культурно-воспитательный, что ли, образовательный для поколения уже молодых татар, которые в основном уже медийные, воспринимают источники. Это пример такой, не обязательно для подражания, но пример просто чтобы они видели. Скажем, ваш вклад в развитие татарского народа или сохранение, Да. Потому что это очень важно, эта преемственность. У меня есть такой взгляд, что в Петербурге действительно особая сложилась татарская культура, она под влиянием городской культуры, этой такой интеллигентной среды. И, конечно, мне кажется, важно в первую очередь татарам, которые только приехали в город, которые не имеют корней, смотреть, изучать это и тоже учиться впитывать, потому что иногда это очень звучит так грубо, даже некоторые названия, Питер, когда используют, Питер татары и так далее, это сразу как-то отбрасывает куда-то в какую-то такие раскристанные какие-то матросы, еще что-то. То есть это слово «Питер» вообще оно употребляется, понятно, в разговорном языке, но в основном оно вызывает... Жителями Петербурга, да? Да, вызывает ассоциации с такими Питер, семечки в кармане, и, в общем, приехал, кепка на затылке, и, в общем, покорять столицу. Поэтому, наверное, три эти задачи. Это такая исследовательская, антропологическая, это просветительская и это воспитательная. А по какому, то есть как находите своих героев? Это очень интересный вопрос. Через знакомых. Кого-то спрашиваю, кто-то кого-то рекомендует, очень сложно. Иногда действительно бывает, что уже появляется возможность, я сам оказываюсь в городе, и нету никого. Мне говорят, снижай требования, снижай планку. Но дело в том, что я это делаю все за свой счет. Понятно, что это может быть, не гигантские расходы, но для физического лица, для человека, скажем так, не из бизнес-среды, это довольно ощутимо, и поэтому... То есть это работа оператора, я так понимаю? Да. Да. Это в общем, каждый он стоит достаточно, не буду озвучивать по-разному, потому что... Но поэтому, естественно, что я ограничиваю себя в том числе и по количеству. Понятно, что если бы было больше возможностей, можно было и больше людей привлечь, и больше людей снимать, и, соответственно, эту планку снизить. Уже 40-е годы, 50-е. Почему люди 20-30-х годов? По понятной причине, что понятно, что они могут уйти и раньше, и те, кто моложе, но эти, конечно, в первую очередь, их очень мало осталось, и в первую очередь я хочу с ними. И еще есть такой момент, они действительно
Вот по моим наблюдениям, 40-й год, он очень такой важный, потому что после 40-го года уже совсем другие люди, вот, родившиеся. Они совсем вот, чисто советское поколение. А те, кто 20-30-й год, чувствуют, что они немножко другие. То есть они немножко застали вот этот революцию? Нет, они не застали, но их родители, видимо, уже воспитали, они успели как-то вот впитать, да. Даже если их родители, а как правило, родители были из таких рабочих семей, крестьянских, которые бежали от коллективизации, потому что вот большинство героев, с которыми я беседовал, это у них родители приехали в конце 20-х, начале 30-х годов. То есть это не те там дореволюционные... Касимовские вот эти там... Да, есть и такие, например, вот одна бабушка 27-го года, у нее, она сама они приехали из Коканда, но, то есть, в Коканд приехали, они касимовские татары, но ее, значит, брат ее мамы, он работал там в европейской гостинице, то есть он уже был давно в Петербурге, в Петрограде. Поэтому, да, были такие, но в основном это вот люди из таких вот крестьянских семей, которые приехали, их родители, соответственно, плохо знали русский язык, потом уже кто-то выучил, кто-то там освоил там и письменно хорошо, а они уже вот свободно чисто говорят по-русски, но, к сожалению, и это тоже вот как раз очень такая характерная черта для Петербурга, очень мало кто сохранил язык татарский. Есть, как бы они могут говорить, могут понимать, но я сам знаю вот по своей семье тоже. И, в общем, это связано с, как я пытаюсь, наверное, могу объяснить, это тем, что далеко была деревня, и связь с деревней действительно была прервана, потому что ездили очень мало. В отличие от Москвы, где там в Нижегородске, там Сергачевский район, достаточно близко, можно было туда поехать на автомобиле, на поезде. То есть здесь это было прервано, вот эта связь, но я уже не говорю там про войну и так далее. Но даже вот потом, вот, кстати, те, кто, дети вот вспоминали, кого эвакуировали в блокаду, они, кто-то попал в деревню, они там выучили хорошо язык, потому что образование все в школе было на татарском, а потом они приехали и забыли. Вот так далее, да? Так что в основном, да, это вот ограничения, связанные с ресурсами, и приоритет отдается пожилым людям. Но в основном это люди 30-х годов рождения, есть вот несколько человек встречались. Но это не значит, кстати, вот по географии. Называется Татарский переулок в честь переулка в Петербурге, на Петроградской стороне. Недалеко. Это где доска Тукавича? Да, вот где недалеко. То есть где была раньше татарская слобода в начале 18 века. Но есть Татарский переулок, там мало Татарский переулок в Москве, с которым тоже очень много связано в истории татар, да, коренных вот, в Москве. И поэтому это скорее такое общее название. И пока большинство собеседников, интервьюируемых, это петербуржцы. Но я не ограничиваю только этим. Например, у меня было интервью недавно с женщиной, она еще и Бегиева помнит, вот финская татарка. И в общем, Идриси был у них дома в гостях. Вот. И как бы не только, ну, вообще, и не только Балтийским регионом. Я думаю, расширить вот просто, ну, хотя, конечно, в первую очередь, если, например, это татары, чья жизнь связана как-то с Петербургом, конечно, в первую очередь тоже. А сколько зарисовок уже удалось сделать? Ну, 5 или 6. Кстати, иногда там тоже есть рубрика, она называется «Ленинградские соседи». Это люди, которые не являются татарами, но по тем или иным причинам они просто интересны. Как вот тоже свидетели эпохи. Это, там, вот, например, Галина Митчелл, есть с ней интервью. Она не татар, но я стараюсь просто таких делать немного, это скорее такой небольшой процент. Так, получается, 6 или 7 интервью, да, вот с татарами Петербурга, вот именно то, что называется татарский Петербург. А Галина Митчелл, да, она интересная просто женщина, она была женой американского перебежчика, которого сейчас... Потом... шпион, да? Он не шпион был, нет, он был криптоаналитик, математик. Он просто в 60-м году вместе со своим коллегой и другом, они бежали в Советский Союз. Вот, из идейных соображений, что социалисты, они не были социалисты, не были коммунисты, в том-то и дело, они просто
были против, скажем так, они хотели против войны, против баланса. Они были очень порядочными такими людьми. Их возмутило, что американская официальная пропаганда врет. То есть, и что вот эти самолеты-разведчики, которые летали над Советским Союзом, Пауэрс, был для них последней каплей. Да, они решили бежать в Советский Союз. В общем, потом разочаровались и пытались уехать. Одному вроде как удалось уехать, другой умер уже в новейшей России, потому что он был, в общем, до конца персоной нон-грата, и вернуться уже не мог. Такой тоже момент. А так, я надеюсь, что еще, много татар, таких пожилых, интересно. Каждый человек интересен, то есть тут уже не важно, что это знаменитый человек, известный какой-то, нет? А какая все-таки цель у проекта? То есть в конце что должно, условно, 100 интервью, Это процесс сам по себе очень важен. Смотрите, во-первых, я еще раз говорю, здесь попутно решаются разные задачи. Исследовательская тоже, потому что общаясь, мы обсуждаем какие-то вещи, Там они дают сканировать свои фотографии своего частного фотоархива, какие-то иногда документы, какие-то удается уточнить факты, связанные с историей. Например, у одного человека, Ибрагима Туктара, у него отец был телохранителем Бекиева, в Ленинграде в свое время. Бекиев был телохранителем? Неофициальный человек, который, скажем так, его сопровождал. По крайней мере, он так говорит, что он... От официальных органов или неофициальных? Конечно, не от АГПУ, потому что если АГПУ арестуют, то что там будет, в перестрелку с ними вступить? Нет. Скорее от каких-то, скажем так, противников идейных внутри, может быть, татарской среды, я до конца этот момент не уяснил из объяснения, но, в общем, скорее такой его... Авторитетные сопровождающие, скажем так. Да. Авторитетно сопровождающие. Кто-то там был действительно, знал других. То есть это очень такая узкая среда, все общались между собой. И очень много параллелей, конечно, с современными иммигрантами из Средней Азии. Когда они приезжают, тоже не знают язык, устраивались дворниками, устраивались в такую сферу обслуживания. И такие То есть татары где-то лет за 100 уже пережили интеграцию через мигрантские вещи. Да? Также плохо знали язык, жили в каких-то обособленных своих квартиру снимали или как-то, в общем, жилплощадь какую-то делили. То есть между собой в своем узком кругу общались. У нас тоже Потеев был на интервью, и он тоже говорит, что все претензии к мигрантам, это на самом деле связан не с этничностью, а именно с самим процессом миграции. То есть и все это все переживают, кто мигрирует. Мы видим на примере татар, что просто на 100 лет раньше татары пережили и интегрировались через эти. В отличие, наверное, со среднеазиатами тоже понятно, есть и академики, и профессора, которые, в общем, давно уже работают в университетах и так далее. Может, еще чая? Нет, спасибо, пока. Но при этом были и до революции аристократы, военные. Они давно уже были интегрированы. Предприниматели, купцы. Просто другое дело, что произошло изменение облика общины после гражданской войны, после революции. И это закономерный процесс. Вообще, в этом смысле изучать Ленинград и историю татарской общины в Ленинграде очень сложно, потому что у меня есть коллеги, которые занимаются изучением татар в Москве. Это гораздо проще. В Москве не было блокады. В Москве не было страшного такого голода 18-го года, когда очень много просто сгорело в печах, чтобы отопление. Понятно. Очень много было уничтожено. Очень сильно поменялось переездов, очень много. Многие уехали, не вернулись. Поэтому, в общем, это очень меньше гораздо сохранилось источников таких. И это сейчас все убираются, потому что ничего не мешало. Да. Вот такие дела. То есть, получается,
Вот хотелось про татарскую общину, да, то есть как бы вот вы именно на двух городских общинах сосредоточились, Москвы и Ленинграда, да, правильно? В основном Ленинград, а Москвой тоже стал заниматься в связи с тем, что какие-то персоналии тоже пересекаются. Ну и вот по архивно-следственным делам, да, поскольку изучая быт, изучая вот историю вот того или иного там дела, процесса там, конечно, нельзя не обратить внимание, как эти люди жили, вот как раз чем занимались, как проводили время. Как раз, кстати, архивно-следственные дела, вот у меня лекция была в Москве недавно, посвящена тому, что нам может дать архивно-следственное дело. Может быть, уже выйдет видео, можно будет ссылку бросить. То есть вы в тему репрессий тоже ушли, да, получается? Ну, конечно, а как? Изучая историю 30-х годов до военного времени, невозможно эту тему обойти, естественно. И тема, значит, ну, и я еще раз повторюсь, что помимо, собственно говоря, уточнения самой судьбы, я уж не буду повторять эту как бы историю, всю эту лекцию, но суть в том, что там очень много именно информации, которую нам может дать те же архивно-следственные дела о истории, о быте, о досуге, о каких-то там вот вещах, связанных с повседневной жизнью мусульман, которые не сохранились уже в других историях. О культуре питья вот я как бы зацепила. Да, ну, культура питья, это досуговые практики, это же тоже досуг. Такой, может быть, не очень культурный, но он был, да, и вот культура пивных, она есть, была очень сильно распространена. Пивные – это не просто там пойти выпить пиво и бежать, это мужской клуб, по большому счету, где собирались, обсуждали какие-то вопросы. Поэтому не случайно фигурирует, что какие-то там дела, якобы там какие-то политические дела, которые пытались там инкриминировать им диверсионно-шпионские организации там, и так далее, часто фигурирует, что обсуждались в пивной. А вот возвращаясь к истории татарской общины, да, вот вы упомянули татарский переулок, татарскую слободу, это 18 век, то есть основание города. А вот этот период как-то удалось охватить? То есть там, вот, что мы знаем о первых татарах Петербурга? Да, конечно, это изучалось, это была книжка такая «Мусульманский Петербург», но я не первый, кто это изучал. Этот вопрос-то как раз вот достаточно хорошо рассмотрен. Конечно, какие-то моменты, я, наверное, скажу лучше о том, что мне удалось изучить лично. То есть не какие-то уже ранее опубликованные работы, источники. Например, в свое время я поставил себе задачу установить, где было первое мусульманское кладбище. Ну, понятно, что если есть люди, их хоронят в соответствии с... Вот, но не было, в общем, в итоге до где-то екатерининского времени все-таки точного места сказать нельзя было. Скорее всего, это было Иноверческое кладбище на Выборгской стороне. Что касается вот уже более-менее такого точного места, то это вот уже где-то екатерининские времена, это вот после очередной русско-турецкой войны, турецкие военнопленные в Волковой деревне их хоронили, но без всяких каких-то опознавательных знаков, просто вот место, и потом уже через... То есть военнопленных до Петербурга довозили, получается, да? То есть, как бы... А военнопленные были там, да, на каких-то там работах использовались. Они умирали, их хоронили отдельно от представителей там христианских конфессий. Вот. И хоронили их в Волковой деревне, там, где с 1820-х годов существует, собственно говоря, официально мусульманское кладбище. То есть Николаевского времени существует татарское кладбище. Это одно из старейших действующих кладбищ в Европе, мусульманских кладбищ в Европе. Если, может быть, не самое, но одно из самых старейших. То есть татары играли роль строителей, то есть кто они были? Вот первые... Татары, конечно, привлекались вместе со всеми другими жителями империи на строительство. Вот, они в первую очередь строили, да, там Кронверк возводили Петропавловской крепости, привлекались из разных губерний, в том числе из Казанской, вот, известные вот эти все истории. Вот. Но потом, конечно, уже, когда город был отстроен, большинство населения в 18 столетии составляли военные, мусульманское население. То есть это было мужское. То есть рекруты, да, по сути, получается, солдаты? Да, это были, да, солдаты-матросы. Вот, это низшие чины.
Вот, офицеры появляются в XIX веке. И, в общем, это был по преимуществу, большую часть XVIII века, это было по преимуществу военные. Потом уже появляются, и не случайно первый документ, тоже я его опубликовал в мусульманском Петербурге, это прошение во времена Павла I, по-моему, 1798 год. Первое упоминание, первое прошение о мусульманах, военнослужащих мусульман. Сейчас точно не скажу, это потом можно будет уточнить, по-моему, 560, что ли, подписи о строительстве мечети и о возведении кладбища мусульманского, то есть официального как бы открытия. Вот. Но эта просьба не была удовлетворена, мы знаем, и мечеть появилась только уже больше, чем 120 сколько лет спустя. То есть первая мечеть, вот это бухарское, бухарское мир. Но прошение первое было еще, может быть, были и раньше, просто они пока неизвестны исследователям. Возможно, были какие-то ходатайства раньше, то есть еще до Екатерининского времени, хотя, в смысле, может быть, Екатерининское, может быть, раньше даже, но навряд ли раньше, потому что, конечно, до Екатерины, в общем, было достаточно жесткое как бы, отношение мы знаем, к мусульманам. И, в принципе, статус терпимой религии, даже здесь, в Казанской губернии, сколько было разрушено мечеть именно как раз в 18 столетии. Поэтому, скорее, да, это, может быть, какие-то были прошения до Павла, но вот при Павле это вот известный документ, потом опять уже повторялись, но мусульманам пока мечеть не давали построить как отдельное здание и разрешали собираться в разных зданиях. Это был Таврический дворец, потом это был инженерный замок Михайловский. То есть по праздникам, я понимаю, да? Именно в дни двух праздников. Да, трудно. На Пятничной, соответственно, собирались на квартирах, где при этих квартирах жил имам. Вот, и, в общем, вот так это все происходило. И потом вот появилось несколько официальных приходов. Сначала первый магометанский приход, потом, соответственно, появился второй, третий, и было всего 4 до революции. Ну, а потом была соборная мечеть, и, собственно говоря, уже после революции до 28 года существовал приход в соборной мечети основной, да, и бывший третий магометанский приход на Большой Московской улице, который в 28 году они объединились в единую. И вот это все консолидировалось вокруг мечети. Вот не могу не спросить про судьбу татарской слободы. Вы говорили, что в районе Татарского переулка была слобода. Что там, когда она исчезла или что? Да, это просто топоним исчез. Опять же, татарская здесь понималась максимально расширительно. То есть это не только татары, это вот, скажем так, как вот немцы, под немцами понимали часто как-то немые, да, немые, те, кто не мог говорить по-русски, соответственно, здесь тоже были не наши разные инородцы. Да. Но татары там были, башкиры были мусульман много. Именно татарская барахолка или татарский базар, татарский рынок был. Потом это исчезло, потому что город был построен, происходило переселение, расселение. Это было все-таки, скажем так, под другие нужды использовалась вот та территория. И, в общем, постепенно жители, хотя исторически всегда на Петербургском Петроградском острове, там всегда жили татары и продолжали жить в советское время, но все-таки, в общем, уже татарская слобода, она исчезает уже там в 20-е годы, да, вот мы ее уже не видим, то есть это буквально там 1720. 1720. То есть уже город достроен. Там буквально несколько, десятилетий она была, я сейчас точно не скажу. Вот, и потом она исчезает, да, и уже как бы после смерти Петра все, мы уже не встречаем этот топоним татарская. Остается татарские улицы, то есть вот в память из всех вот топонимов, о топонимах, раз мы говорили, я сейчас скажу, вот Татарский переулок, название с 1798 года. Вот, то есть это достаточно старый топоним. Ну, собственно говоря, есть немало неофициальных топонимов. Вот это самое важное. И вот как раз то, за что мы боремся,
мы это, я в первую очередь как инициатор, и поскольку у меня административного ресурса нет, я часто обращаюсь как раз к Шамилю Абдулатову, это вот у нас Бывший полпред, кажется, да? Нет, это руководитель автономии, это бизнесмен, в общем, меценат татарский, он из строительного бизнеса. Да, он вхож. Он дружит с Бегловым. Да. Вот. В общем, он имеет этот административный ресурс, и если он поддерживает это, я просто ему предлагаю, а он дальше уже вот этот вопрос на административном уровне, и финансово, естественно, поддерживает, если считает нужным. Вот. Так было, в частности, например, с памятником в Левашове татарам жертвам репрессий. Да? Мы поговорим об этом. Так было и в случае с мемориальной доской на татарском кладбище, вот Волковой деревне. Дело в том, что я, когда стал заниматься этой темой, я помню, я пришел, висела табличка «Татарское кладбище». Через год я прихожу, это конец, это 9-й, что ли, был год, через год или через 2 я прихожу, это 10-11 год, уже висит Магометанское кладбище. Во-первых, слово «магометанское», оно никогда не использовалось в названии, то есть до революции, если посмотрим карты, если мы посмотрим путеводители, официальные документы, оно всегда называлось татарским. Было татарское персидское кладбище. Персидский участок, персидское кладбище. Это для шиитов, я так понимаю. Да, для шиитов. Они как попали в Петербург? Это были купцы. Вообще, о кладбище отдельно можно поговорить. Но одна из самых, то есть старейшие надмогильные камни, это как раз принадлежат 2 купцам из Решта. И они как раз 1843-1844 год, это как раз, собственно говоря, персидский участок бывший, который появился чуть позже, 1830 год, то есть он буквально следом за татарским кладбищем, и никогда не был названием Магометанское. И мусульманское не называлось, а Магометанское тем более, что это устаревшее название, на русском языке, понятно, что на польском или где-то. И я говорю, что надо что-то с этим сделать, он говорит, да, согласен, и узнал, но, в общем, это оказалось очень сложным таким моментом, то есть взять переводить, оказывается, действительно, все-таки оно где-то фигурирует как магометанское, потому что задача в чем? Задача в том, чтобы там, где можно, сохранить эти присутствие татар. Да, я когда только писал еще «Мусульманский Петербург», я достаточно, скажем так, спокойно относился к тому, что все мусульмане, неважно, и средняя сейчас и так далее. А сейчас я понимаю, что действительно эта уходящая натура, ее нужно сохранить. И как раз эти татарские топонимы напоминают о том, в общем, что татары играли ключевую роль на протяжении 18, 19 и большей части 20 столетия в истории города. Не случайно даже этот спор о мечети, средние азиаты, например, многие новые приезжие, да, новые мусульмане, они говорят, что это наша мечеть, смотрите, она, это эмир Бухарский подарил ее в Петербургу. Это не совсем так. То есть, грубо говоря, и так, да, он приобрел землю, он решил административный вопрос с Николаем II, и, конечно, без него мечеть, конечно, была бы, но она была бы не там. И, в общем, была бы не такой роскошной, да, была бы не так. Архитектура была другой. Да, но, с другой стороны, если бы не татары, то, что я как раз изучал и 20-е, 30-е годы, 40-е и далее, то мечети просто бы не было. Ее могли, снести, не снести, но, скажем так, сделать с ней такое, что потом, может быть, и снесли бы. То есть она бы просто превратилась бы, потому что ее все 20-е, 30-е годы шла борьба за то, чтобы ее закрыть. И как раз именно верующие прихожане мечети, они боролись. У меня есть на эту тему статьи, что это просто была беспрерывная борьба, тяжелейшая, когда требовали постоянно невыполнимые требования, налагали, и было очень тяжело. Поэтому, наверное, эта история, конечно, то есть это не только, понятно, что это очень огромный вклад, вклад всех мусульман. Вообще деньги собирала вся империя. Это кружечные сборы, это продажи всяких сувенирной продукции, как бы сейчас сказали. Поэтому это заслуга всей России, это не эмир Бухарский, это вся Россия строила эту мечеть. Она была столицей империи, она была общероссийской. А возвращаясь к топонимам,
Значит, вот татарское кладбище, поэтому пока мы повесили просто вот эту табличку на здании, там вот на центральном входе об истории татарского кладбища, что это татарское кладбище. То есть пока вот на входе нельзя вот эту табличку повесить, но те, кто входит, они видят вот на этом здании, да, которое стоит там в центре, по центральному входу, информацию, краткую историческую справку об этом кладбище. Вот, это первый момент. Второй – это татарская мечеть. Ну, понятно, что официально она называется там Санкт-Петербургская там, соборная мечеть, по-разному, соборная мечеть, в общем, да. Это уже устоявшийся термин, в общем, он понятно, что он христианского происхождения, но она называлась соборной и в Петербурге, и в дореволюционную эпоху, и в советское время, и, в общем, уже это устоявшийся термин, уже к нему привыкли все. Хотя, конечно, он с точки зрения незнакомого там человека с реалиями, он звучит совершенно дико. Cathedral, мозг, там, то есть кафедральная, там, соборная, да, это совершенно что-то такое другое. Но татарская мечеть, сейчас этот топоним, он был народный, всегда она называлась татарской мечетью. Ну, кто-то называл ее поэтично голубой мечетью, но, в принципе, она татарская мечеть. Но сейчас уже нет. Сейчас она уже не татарская по факту. Практически нет татар. Да. И она... А вот татарское кладбище, вот было то, что называется... попытка, так сказать, вот этот топоним как-то реанимировать, но пока не очень успешная. Ну вот вы интересную тему затронули, то есть, как бы сказали, нужно подсвечивать, напоминать про вклад татар в поддержание ислама на территории города. Ислама, да, вообще вот традиции, да, потому что это колоссальный вклад, да, то есть это же требовало колоссальных усилий, это и в Российской империи, и в советское время тоже. Ну, просто сейчас выросло целое, скажем так, поколение, не знаю, назвать их иристами или нет, но молодых мусульман, которые, попытку, татарский ислам, татарская мечеть, они воспринимают это как признаком национализма, что это как плохо, и почему вот вы об этом говорите, мне там узбек мой брат, таджик мой брат, но вот зачем вы выпячиваете эти вещи? Что вы им ответили? Ну, чтобы я ответил, я тоже считаю, что действительно в исламе действительно нет в исламе нет разделения, да, там какие-то на национальные квартиры. То есть оно есть, но, скажем так, это не делается, не абсолютизируется, не превращается. В Лондоне есть пакистанские мечети. Есть не только в Лондоне, вообще во всех европейских городах они по этническому принципу строятся. Но это другая история, это все-таки иммигранты, и они действительно землячество. Землячество, кстати, были и среди татар, и в Москве, и в Петербурге. Не случайно мы видим в архивах и в устном нарративе это вот прошение, это вот постоянные споры, когда, грубо говоря, если что далеко ходить, вот касимовские татары в Петербурге, они не хотели муллу Нижегородского, и они просили свой касимовский приход создать, и вот 1870 год Атаула Баязитов появляется и создается вот этот приход касимовский на Мойке, куда ходят именно касимовские татары, потом сын его, Мухаммед Сафа Баязитов, как раз я подробно изучал его жизнь уже в советское время. Вот он становится муллой касимовского прихода, а потом, вот как мне удалось в архивах тоже обнаружить, он становится имам-хатыбом соборной мечети, то есть он официальный имам, фактически последний, именно как имам-хатыб, не как муэдзин, а как имам-хатыб, он соборной мечети перед войной. Потому что потом идет чехарда, постоянно меняются, и в основном это либо исполняющие обязанности, либо это неофициально, но в основном это муэдзины. В статусе муэдзина они просто выполняют функции муллы. То есть он как служитель культа зарегистрирован как муэдзин при мечети. А вот Баязитов был последним имамом, он был с 1931 по 1931 по 1932 год, и все, он был потом арестован в мае 1932 года, и после него вот уже несколько человек сменяли друг друга, были периоды, когда вообще не было никого, после Баязитова практически 1,5 или 2 года никого не было, мечеть при этом удалось отстоять, ее не закрыли. Поэтому, возвращаясь к теме, да, с одной стороны, это правильно, что нет вот этих национальных таких вот, то есть особенности есть, но не нужно делать на этом сильный акцент. Но с другой стороны, это тоже очень важно,
важно, во-первых, с точки зрения даже, мне кажется, для всех мусульман, не только для татар. Да, Или, например, кто-то более деликатно выражается, вот как вот интервью там Туктарова, он говорит, что я перестал ходить, потому что вот, они перестали уважать, вот мы в первом ряду, а всегда было принято действительно, что в первом ряду сидят вот эти татары-аксакалы, которые там еще в 20-ке были там, например, послевоенное время, это очень жестко тоже соблюдалось, когда в 1956 году открыли, туда вот те татары, которые до войны были, которые вот еще, кто-то из них в 20-ку ходил, кто пережил войну, пережил репрессии, они вернулись, и они вот... По сути, сохранили эту мечеть? Они сохранили эту мечеть, да. Там между ними были тоже свои вот эти, я уже повторю, сейчас вернусь к этому принципу землячества, но тем не менее все равно татары тоже, несмотря на вот эти различия в землячестве, все равно как бы для татар, вот еще очень важный момент, эта мечеть была... клубом, в первую очередь, в советское время, для большинства. Это был не молельный дом, потому что таких вот глубоко верующих было немного. Это были действительно в основном пожилые люди, либо, в общем, не все верующие могли позволить себе открыто ходить в мечеть. Но вот как бы те, так сказать, люди, которые туда приходили, многие на праздники, это были вот познакомить там детей там, для брака, какие-то там встретить знакомых. Это был вот именно клуб. И поэтому очень болезненно было воспринято в конце 80-х, 90-е годы, вот, когда появилось очень много выходцев из Средней Азии, из Кавказа, которые, скажем так, вот, не знаю, слово заполонили мечеть неправильно, но заполнили ее, в общем, как бы она утратила вот ту функцию, но это естественным образом она ее утратила, потому что вообще в современных условиях, в общем, мечеть, даже если бы в городе жили одни татары, уже не могла бы выполнять эту функцию клуба. Есть другие, там есть интернет и так далее, и, в общем, другой формат общения между людьми, поэтому она уже бы не смогла эту функцию выполнять. Ну, а вот как молельный дом, да, там уже, в общем, татар практически, не знаю, там кто-то измерял или нет, но не так много. И это общая тенденция по многим регионам, по большинству регионов. То есть, получается, вот была традиция, что в первых рядах сидели, то есть, как бы вот эти аксакалы, как вы сказали, старейшины. Да. А потом, как бы, они ушли, получается. Они, да, как потом их сменили уже другое поколение, и это всегда было очень важно. И потом, когда они стали приходить, там, не знаю, 80-е, 90-е годы приходят, а там на первый ряд прибежали, молодежь там сидит, и они как-то, в общем, это очень болезненно воспринимали. К этому можно по-разному относиться. То есть, с точки зрения ислама, да, это, наверное, в общем, неправильная их обида, да, потому что действительно ряды должны заполнять, в общем, это стремление каждого мусульманина должно быть там приблизиться, там и, в общем, а с другой стороны, другие не должны этому препятствовать. Кто пришел, тот и сел. Но вот тут еще, скажем так, это вот больше народное такое, что это вот, да. Традиция такая, да. Мы начали про кладбище говорить, да, вы хотели, а вот самый старинный камень на татарском кладбище. Мы говорим, что сейчас это общее название татарского кладбища, оно неофициальное. Оно, кстати, как неофициальный топоним, оно еще используется, но оно называется, я повторюсь, оно называется мусульманским в обиходе, там татарским, но как бы оно также фигурирует в официальном языке, как в документах, как магометанское. Там нет уже персидского, вернее, кладбища, но вот я уже говорил, что на персидском кладбище сохранились, как раз на бывшем персидском кладбище, ныне это просто общее татарское, 2 камня, это 43-44 год, персидские купцы. Есть еще несколько могильных камней второй половины 19 века, вот они тоже перечисляются. Путеводитель «Мусульманский Петербург». Там есть и перевод надписей, описание. Вот. Потом тоже делал Венер Усманов, ездил, ваш казанский. Да, он выпустил брошюру по... Как раз я ходил с ним, водил, он показывал эти камни. В общем, работа была такая, как бы там он не только смотрел исторические, потому что есть вот так называемые исторические захоронения, он смотрел все более-менее, куда я ему ходил, показывал, какие там старые есть, новые. Вот. Но помимо, в общем, есть вот это кладбище, но это старейшее, есть еще другие участки уже на новых кладбищах, но вот из старинных, из таких вот дореволюционных, это вот были еще кладбища в пригородах, в
в современной Ленинградской области. Это там и Луга, это и Любань. Вот в Любани старейшее было кладбище, оно еще старее, чем Петербургское, но оно не сохранилось именно... То есть оно есть, но на этом месте уже новые захоронения, а так оно было с 18 века. Были кладбища там в других городах, там в Тосно, в городках и в городах. Было на территории современной России, а тогда это было Великое княжество Финляндия, это в Зеленогорске, Тереоке. По крайней мере, решение о нем было принято, были ли там захоронения, вот пока точно непонятно. Было кладбище в Пушкине, в общем, Царском селе, в общем, в целом ряде, то есть населенных пунктов имелись эти кладбища. В Гатчине. Мы вот говорили про историю общины, да, то есть как бы мы просмотрели там историю слободы, потом вы сказали, что преобладало, ну, то есть военные сословия, Да. то есть рекруты, да. А какой следующий период? То есть когда формируется вот, как бы, вот именно вот эта община там, и предприниматели, духовенство, ну, то есть более, скажем... Ну, это вот скорее институциализация жизни мусульманской, это вот Николаевское царствование, 20-е годы, это введение метрических книг. Мы видим, да, уже по этим метрическим книгам, начиная с 1820-х годов, там купцы, там разные, в общем, люд, это вот купцы, мещане, конечно, там военные продолжают еще значительно составлять число, но постепенно это гражданские лица, они в течение там 18-го столетия, они становятся их все больше и больше. Ну, Кронштадт, опять же, мы забыли упомянуть, там тоже исторически, да, там тоже за мечеть шла там борьба, и прошения были, и, в общем, там как раз вот военные сохранялись, преобладали, естественно, и бывшие, которые выходили в отставку, там, и действующие, а потом уже все это происходило дальше, гражданское население уже к середине, ко второй половине царствования Александра II, это уже как бы реформы, это уже, конечно, гражданское население, оно преобладает. И, в общем... А насколько много было в эпоху Александра II? Есть какие-то данные? Есть разные. Это в основном вот сейчас по годам точно вот не скажу, но это несколько тысяч человек татарского населения. Там было всегда там, то есть вот, 6-7 тысяч там вот, на конец века. Там, то есть это был достаточно небольшой рост. И опять же нужно понимать, что не все поселялись. То есть были сезонные рабочие, которые приезжали, и огромное количество именно до революции так вот именно так и работали, они приезжали там зимой, крестьяне там работали, выполняли определенную работу, уезжали. Появляется определенная профессиональная специализация, когда те же вот касимовские татары, известные как вот официанты, это конец там 19-го, начало 20 века, их немало. Ресторанный бизнес. Да. Ну и даже не самый конец, а уже вот не случайно как раз вот касимовский вот этот приход 1870-е годы, это был достаточно состоятельные прихожане, он находился в центре города, там мойка, то есть они там жили, селились там в районе Зимнего дворца, потому что они обслуживали как бы, сферу услуг, да, они там и официантами, и другие работы выполняли. Вот. Были татарин-дворник, он появляется все-таки так именно как такой распространенный тип. Он, конечно, встречается в произведениях классической литературы, мемуаров, но вот такое массовое, скорее, это все-таки довоенный период и послевоенный. То есть это побег от это, да, это крестьяне, да. Но были, конечно, дворники и до революции. Вот, были военные, это причем разные татары, это очень много было из высшего генералитета, там высших офицеров, это польско-литовские татары, но это вот уже вторая половина 19 века, начало 20-го. После присоединения Польши, видимо, да? Ну, просто появилась возможность, да, потому что до этого, там, в 18 столетии просто были сложности с мусульмане не могли стать, да, высшими офицерами по многим причинам. И де юре часто, и де факто, да, то есть даже когда... Поэтому, в общем, потом эти возможности появились, особенно после 1905 года мы наблюдаем вот эту вот активизацию там и просьб о строительстве кладбищ, о возведении там мечети, молелен. И, ну, это мы забегаем вперед, а так вот меняется, да, и гражданские лица, они преобладают, это разные совершенно люди, это и, в общем,
служащие там есть. А что касается групп, то это в основном нижегородские татары, это касимовские татары. Казанских было не так много, и они, в общем, такого заметного следа не оставили. То есть не кучковались условно. Они были, но, в общем, они не было такого вот как бы яркого представительства, то есть они скорее присоединялись к тому или иному приходу, но были в основном вот нижегородские очень сильные вот эти вот землячества и касимовские. Не случайно, собственно говоря, первый магометанский приход, он был такой общий, но в основном, конечно, то есть там все имамы были нижегородские. Второй – это касимовский. Третий – это был военный, он чуть позже появился, там уже в конце XIX века. И четвертый – это был такой, то есть вот первые два – это по земляческому принципу, третий – по профессиональному, а четвертый он был скорее такой по политическому. Там в основном вокруг него группировались мусульмане-либералы, такие вот как бы прогрессисты. В общем, это был Лутфулла Исхаков, друг Бегиева, в общем, тоже вот эмигрировал, умер уже там в 25-м году в эмиграции. И вот это были как раз вот такие, скажем так, люди, которые там были связаны вот с прогрессистским вот этим течением. Вот там и школа была, но его долго не могли зарегистрировать, этот приход. То есть вот 4 прихода действовали, и, в общем, эти приходы, они арендовали какие-то помещения, и там происходила молитва. Опять же, нужно вспомнить, что кладбище, да, вот уже, ну, это было, когда мечеть была закрыта в 1940 году, оно служило часто местом проведения намазов. То есть вот это советская традиция, когда это не джума читали. Это не советская традиция. Например, в Москве, там, вот, где не скучный сад современный, там было старинное кладбище мусульманское. Там, в общем, собирались мусульмане еще там. Ну, я имею в виду атеизма, допустим, в 18 веке. В деревнях было принято читать намаз. Да. Ну, просто это не только, это было и революционное время, когда просто негде было больше. Вот, потому что, ну, в общем, большое количество людей, вот, ну, этому не особенно как бы препятствовали, вот, и, как мы видим, и по источникам, там, ленинградским, например, что люди собирались, это было, видимо, им проще, чем возвратить здание мечети. А вот это явление землячества, это как бы нормальная вещь? Или... Ну, это факт. Это факт, да? Это исторический факт. Наверное, но опять же, тоже вот мы говорили о том, что насколько плохо, что там татары держатся отдельно, да, что насколько важно, то есть еще раз подчеркну, что это важно, опять же, для того, что это не только для татар, но для всех мусульман, вот это присутствие, знак присутствия. Вот какие знаки присутствия? Это мечеть, это кладбище, их не так много, это вот название татарский переулок, вот эти все вещи, за каждую из этих вещей нужно держаться. Их не так много. За топонимы, за какие-то памятники архитектуры, за вот как раз путеводитель, он построен по принципу, что там адресный путеводитель, мы по этим местам идем, где-то располагалась редакция газеты, поэтому вот эти мемориальные доски, это тоже очень важная вещь, там была газета «Нур», там Тукай останавливался, там еще что-то было, здесь был приход, это все нужно, конечно, там тот же, ну, последний адрес таблички, да, вот это тоже очень важный момент. Ну и, наконец, памятник Левашова, это уже новейшая история, это вот несколько лет назад, перед пандемией, вот был поставлен памятник татарам жертвам репрессий в Левашовской пустоши, где были похоронены, расстреляны, там, это вот как вот Бутово в Москве. А это не в Карелии, вот это Нет, не Сандармох, Сандармох это отдельно. Сандармох это в Карелии, это Медвежья гора, это другое. А это именно в Ленинграде, это Ленинградская область, это под Ленинградом, туда свозили и хоронили вот этих лет, потом это было обнаружено вот уже в перестройку, открыто, и туда вот ходят люди поминать, и там есть памятники всех практически национальностей, от самых маленьких, там, ну, например, ассирийцам там давно уже, а вот татарам не было. Вообще там не было и мусульманам как таковым. Я предложил сначала Акбулатову поставить памятник мусульманам, он сказал, я за мусульман всех отвечать не буду, это я, говорит, отвечаю за татар. Поэтому давай, вот как бы татарам, пожалуйста. Ну, все договорились, он профинансировал этот проект, договорился, и, в общем, получилось, я даже эпитафию написал на этот памятник. Вот. И, в общем... Это 20-й год, да?
Нет, это, подождите, это 18 или 19 времени столько прошло, кстати. Да, вот уже 5 лет почти, да, 5 лет. Вот, памятник стоит, и вот он очень красивый, он является, и вот там собираются люди. Это местность Левашова, да? Левашовская пустошь, да, Левашов, поселок Левашова под Ленинградом. Вот, это тоже вот как бы память о татарах, в общем, есть такие вещи, и поэтому каждый этот момент, он очень важен. Возвращаясь к землячествам, да, землячества тоже они существуют, они существовали, и там вот это, помню, в детстве тоже слышал, там, да иногда даже какой-то вот как-то не презрительно, других там не очень там долюблю, там, Нижгаров, там, вот как там иронично на них отзывались, мордовские татары, там, допустим, или там... Да, там Казан-Телесе там или что-то такое, да, говорят про казанских, да. Вот, но, ну, не знаю, в общем, как бы, это не то, что, знаешь, просто не пускали там и в свою, ну, как-то вот держались, и, конечно, вот эти все маджлисы собирались, конечно, своими вот этими национальными квартирами из одной деревни или хотя бы из одного региона, сергачские. Вот, и, в общем, не было как-то вот такого. Ну, мордовский, просто где-то в 30-е годы, в конце 20-30-х, когда кончается НЭП, в 20-ки и вообще вот в активисты вот религиозной жизни и вообще вот такой татарской жизни города, это в основном Мордов, становится вот эти Мордов. Они, кстати, везде активные, то есть как бы с точки зрения религии и на Донбассе тоже в основном. Ну, я не могу, вот дело в том, что опять же, если там не брать вот именно пензенскую, ну, они, в принципе, вот коллеги спорят, что ни в коем случае, вот антропологи, что нельзя называть, потому что раньше я всегда думал, что пензенские татары и мордовских можно как бы, ничего вообще там отдельно, пензенские это пензенские, мордовские это мордовские. Даже так, да? Так что да, это просто будет оскорблением, оказывается, да. Но это вот мне Марат Сафаров рассказывал, да, что они ездили по этим селам, презентовали там свои книги, поэтому там, в общем, очень все это очень четкая граница. Так что даже внутри, казалось бы, даже это не субэтнос, это, я не знаю, это маленькая подгруппа. Да, Мишарий, маленькая подгруппа Мишарий, внутри там вот они... Оказывается, они отдельно. Да, поэтому вот, ну вот мордовские именно татары, они... У меня просто у самого тоже корни по матери из Мордовии, это вот из-под Темникова там. Поэтому, в общем, они становятся... При том, что это самая, наверное, светская публика, вот если сравнивать с нижегородскими татарами, я же тоже это интервью, когда беру, я вижу, насколько вот нижегородских татар это вот важно было сохранение религии. Это и пищевые запреты, это вот советское время. Это и одна вот женщина вот рассказывала, не мне, правда, вот, Мухлиса Зарипова, она рассказывала, что еще в сталинские времена ее мама как бы запрещала ей дома там появляться в пионерском галстуке, и когда она, так сказать, возвращалась в школу, она снимала этот галстук на лестнице, и когда шла в школу, она его надевала только уже там... На улице. Да, то есть это к вопросу о том, что да, вот как сложна была жизнь, интересно, да, вот, и поэтому вот для них была очень важна религия нижегородцев даже в самые-самые такие атеистические времена. А пензенские, они больше светские, ну, хорошо, мордовские, простите. Да, они больше светские, в общем, и язык они практически утратили, но при этом не русифицировались. То есть там идентичность скорее вот просто, что как культурный код. То есть я татарин, для меня важна вот культура, там, ну, грубо говоря, Тукай, ну, даже не какие-то пищевые моменты, да, потому что для нижегородских вот эта вот колбаса, да, мордовские тоже сейчас они едят, но тогда как-то вот меньше. То есть вот это большая такая вовлеченность, больше, скажем так, они быстрее растворились в русской среде, но при этом все равно сохранились как татары. То есть вот немножко такое. Ну и это позволило, видимо, занять тоже какие-то лидирующие позиции, как более такой светская публика, да, вот в советское уже время. А что сейчас татарская община Ленинграда себя представляет? Ну, там есть несколько организаций, которые я до сих пор путаюсь в их названиях. Вот, в общем, понятно, что основная форма такой как бы громкой связи, не связи, а громкий способ заявить о себе — это Сабантуй. Вот. Там самый большой, что-то там много людей. В общем, он стал другим. Я был в 90-е годы, там, конечно, иногда было очень прям грустно на все это смотреть. Там были там драки и пьянки. Сейчас как-то очень культурно все достаточно. Этот в основном ярмарка такая, там очень много там приезжает
всяких производителей разных товаров, и там просто можно провести полдня, вот именно ходить покупать вот это все, там от козы до там кумыса и всего остального. Вот. Ну, есть, естественно, соревнования, есть огромное количество дегустаций, там угощений, ну, все, что есть на Сабантуе. В общем, это очень такой важная часть. Туда приезжают не только татары, приезжают русские туда, смотрят. Вот. Из смешанных семей. Исторически всегда Сабантуй проводился, он еще с дореволюционных времен проходил. Да, то есть Петербург это исторический Сабантуй, да, потому что... Но он не в том месте. Вот, но где он был? Он был в Юсуповском саду, насколько я знаю. Это какие годы, получается? Ну, это до прямо вот 10-е годы. Там. 10-й вот только начался, да? Да. А так вот были Сабантуи рядом с Выборгским ДК, то есть это Выборгская сторона, северная часть города, это в 30-е годы довоенные. Просто Сабантуй поощряли, советские власти поощряла Сабантуй как в противовес религиозным праздникам. Поэтому, в общем, он был поднят на знамя, и его пытались противопоставить. А что касается религиозных праздников, да, вот я тоже вот по мемуарным свидетельствам привожу там данные, что еще там в 19 веке на одном из островов, вот в петербургской стороне, там рядом с Петербургской, ну, рядом, я не помню сейчас, вернее, на каком-то, в общем, из островов, то ли на Елагином, то ли на Каменном, сейчас вот надо будет потом уточнить, там производили забой, там вот животных. То есть, ну, в принципе, жизнь, она происходила, и праздник, то есть вопрос был в чем, что представляет собой, но понятно, что Сабантуй это как бы просто такое объединяющее мероприятие, но вот так татары живут, в общем, своей частной жизнью, участвуют, конечно, в каких-то концертах, какие-то бывают мероприятия. Конец 80-х, начало 90-х было, конечно, в общем, такой подъем вот этого патриотизма. Что интересно, был очень распространен булгаризм. До сих пор вот есть такие вот активисты, типа Марселя Муртазина, которые вот до сих пор считают себя булгаристами. Я тоже, помню, попал тогда в свое время под его влияние, тоже считал себя булгаром, писал везде там. Вот. Был очень популярен Губилев Лев, конечно, ходили на его лекции татары, и, в общем, он был действительно знаменем. Вот. Ну вот какие-то моменты есть, но сейчас, в общем, так вот что какая-то сверхидея, которая бы всех объединяла, ее, наверное, нет, но, в общем... И очень важно тоже, я об этом тоже пишу, говорю, что для татар Петербурга, для мордовских татар, для нижегородских татар, которые вот живут в Петербурге давно, исторически, но в первую очередь, конечно, для мордовских, Петербург не менее значим, а может быть даже более значим, как столица, своя татарская столица, чем Казань. Потому что это центр, исторический центр, где есть места памяти, где есть мечеть, где есть кладбище, где несколько поколений, может быть, похоронены. Это, в общем, места памяти, это и географически, и вот по всем критериям. То есть не то, что там Казань вообще не имеет никакого значения, но, скажем так, Петербург не меньше татарский город, чем Казань, и, в общем, с ним много связано, поэтому это тоже надо учитывать. Я как-то сегодня, несколько дней назад с коллегой общался по цеху, и я у него спрашиваю, говорю, какой твой прогноз по татарам? Он мне отвечает, говорит, ты что, не доверяешь Гаязу Исхаи, 200 лет, гибель через 200 лет? Ваш прогноз, то есть как бы сохранятся татары, что дальше? Вы же как бы человек, который и изнутри, и исследователь. Смотрите, вот давайте посмотрим, есть яркий, очень хороший пример финские татары. То есть вот татары Финляндии или финские татары, как вот угодно, фактически они сформировались как отдельная уже такая субгруппа, подгруппа, да. 900 человек. Сначала они были татары Финляндии, вот я об этом тоже пишу. Они стали финскими татарами где-то вот с 30-х годов, когда вот этот железный занавес окончательно опустился, прошлого века. И граница стала на замке, потому что до этого, несмотря на то, что это было отдельное государство, очень много ходило через границу, и там легально, и нелегально. И поэтому вот они сделали ставку на язык. То есть, если вот вы общаетесь с финскими татарами, они говорят, если ты не говоришь по-татарски, ты не татарин. Вот прямо открыто тебе там не говорят. И ты не важно, ты можешь быть мусульманином, можешь соблюдающим, можешь быть этническим, можешь быть вообще там, может быть, как бы,
атеистом, я не знаю как. Ну, то есть это не имеет значения. То есть главный маркер язык. Это твое частное дело, как вот на Западе, да, религия это частное дело. Ну да, они либералы. Да, то есть вот эти дресс-коды, то есть, это вот тоже интересный момент, когда там был какой-то праздник, приезжали вот наши исследователи туда на праздник, и как раз вот сидит стол, большой стол накрыт, сидят бабушки, в платках сидят бабушки, половина стола, и половина без платков. Те финские бабушки без платков, а те, которые приехали из Татарстана, из других регионов, они в гости, они сидят в платках. Вот. Ну, в общем, но язык – это святое. То есть, если ты не знаешь язык, ты не татарин, вот просто, а слово совсем. Плюс они жестко отсекают, конечно, не представители общины. То есть, имеет значение, что ты должен быть в идеале из той же деревни Актюкова, да, Актюк прежде всего. Ну, если нет, то нижегородский. Если ты не нижегородский татарин, то ты татарин, если ты говоришь по-татарски, но ты все равно немножко чужой. И вот, с одной стороны, вроде как бы такая модель красивая, но к чему она привела? Что вот уже какое там поколение, ну, допустим, если брать за точку отсчета не конец 19 века, когда первые поселенцы, а когда уже вот закрылась граница, ну, допустим, это внуки, скажем так, тех, кто в 20-30-е годы был, либо уже жил, либо родился, либо переехал, они уже финны. Во-первых, они часто от смешанных браков. И это уже финны по менталитету, по языку. По внешности. Внешность это ладно, это, в общем, просто они финны. И они, в общем, этот проект, он как бы, наверное, не оправдался. То есть вот эта замкнутая община, она вырождается в итоге все равно под влиянием... Ну, не то, что вырождается, но она действительно как бы ментально переходит на сторону большой общины. С другой стороны, есть польско-литовские татары, которые утратили язык очень-очень давно, но как бы делали ставку на религию. И, в общем, они есть. Но есть, но тоже такой микроскопический. Ну, они микроскопические, но тем не менее, ну, тут вот две модели. В идеале, конечно, и то, и другое, в идеале. Но как бы польские татары утратили язык не по собственному желанию, да, тут выбора не было. Вот. А что касается финских татар, ну, есть, конечно, да, вот община, есть мечеть, да, молельня, там служит Рамиль Беляев, там и так далее, да, все это есть. Но, наверное, вот эта вот ставка на отсечение других татар, на отсечение, скажем так, плохо говорящих или не говорящих на языке, то есть не то, что там важно, чтобы язык был, но вот такой вот жесткий такой отсев, он приведет, конечно, к неминуемому исчезновению. Да, это просто совершенно контрпродуктивно. То есть это останется память. Плюс это же община, она же стабильная, 900 человек, то есть как бы оно уходит в финны, ну то есть она не увеличивается. Она какое-то время увеличивалась за счет татар, девушек, за которыми... Да, в Казани есть. Да, но потом как-то по-моему, прекратился этот брачный туризм, я не знаю по каким причинам, но вот его уже нет. Поэтому все, его больше нет, и, в общем, желающих... Возможно, был какой-то негативный опыт. Да, потому что это разные ментальности. Да, то есть советская ментальность, это фин. Да. И плюс еще все-таки есть вот это вот землячество, вот это вот разные представления о традициях религиозных и культурных, потому что понятно, что, наверное, это в основном, если брать там среднестатистического финского татарина и выход с татарина, более религиозен, чем они там. Ну, то есть это тоже, конечно, мешает, может быть, наверное. Поэтому вот что будет через 200 лет... Что будем делать, ФНД? Мы не знаем рецепта. Нет, рецептов нет. Мы не знаем, что будет через год сейчас, поэтому, наверное, через полгода такие вещи творятся, что мы сами понимаем. Мир меняется, да. Да, поэтому это зависит, наверное, еще от того, скажем так, от статуса самого. Конечно, важно наличие республики, статус ее и сверхидея, какая-то национальная идея. Вот у крымских татар была национальная идея вернуться в Крым и воссоздать Крымскую республику. Второе как бы не удалось, но как бы, в общем, но с другой стороны произошло какое-то надломление тоже народа, потому что когда выполнили эту задачу, со скрипом, начались вот эти вот 90-е годы, начались вот проблемы экономические, стали как-то выживать, начались вообще вот это вот расслоение общества, в общем, и все уже как бы вот эта инерция это была утеряна.
А тут сейчас вот как бы это проблема и для крымских татар, вот этот поиск, где я вот смотрю, что... У вас проект, я видел, про крымских татар был, вы серию интервью. Это я немножко доделал, это тоже было связано, опять же, очень много связано с литературой, когда я писал роман, я изучал, и мне было важно... Погрузиться в тему. Да, вот есть, я с одной стороны завидую писателям, Гузельяхина, она рассказывала, что я, говорит, вот бабушку спросила и вот написала там роман. Да, но я так не могу. Я, например, вот писал, когда «Дворник писателя Хармса», это как раз вот петербургский текст. «Дворник писателя Хармса» — это татарин Кильдеев, который, в общем, действительно реальный персонаж, который жил в доме, где Хармс писатель, и он упоминается в рассказе и в стихотворении Хармса, и, в общем, это реальный человек, но мы о нем ничего не знаем, кроме того, что был такой человек, был дворник, вот он, его подпись там стоит во время, так сказать, обыска у Хармса там в 1931 году. Когда как понятой, видимо. Да, ну, как дворник, как представитель, и мы больше о нем ничего не знаем. И я вот придумал как бы его судьбу, биографию, и глазами вот этого дворника мы глядим на Хармс и вообще на то, что происходило вот в этом доме на Маяковского, на Надеждинской улице, что происходило в Ленинграде 30-х годов. Вот, наверное, я точно, я сначала считал, потом бросил считать, но, наверное, порядка, не ошибусь, если страниц 1005 я, наверное, прочитал в общей сложности разных текстов. То есть я уже мог читать после этого лекции по биографии Хармса. Я мог читать лекции о том, как было устроено жилищно-коммунальное хозяйство в Ленинграде 30-х годов, там вот дворники, как вот они... Ну, надо монографии, чтобы не пропадало. Да. Про то, как вот жили татары, естественно, ну это уже само собой. Про как происходила, допустим, работа ОГПУ, потому что дворники часто были секретными сотрудниками, да. Как это все происходило тоже, как вот они... Потому что вот эти детали, например, кто приходил, этот вот куратор к дворнику, или дворник ходил, отчитывал, как это все вот эти... реконструировали, восстанавливали. Да. И, хармсоведы сказали, что все безупречно. Вот, это вот для меня тоже... Ну, это лучшее. Да. А вот что касается вот этих тоже деталей, то есть это вот разные аспекты, то есть это не только... Потом, поскольку героя заносит в Польшу, я там изучал целую историю, там связанную с Польшей, с ее там... Ну, я не буду спойлерить, но, в общем, он там был связан с Польшей, он сделал военную карьеру в Польше. Вот, и, в общем, там довольно много всего, и как каждый вот этот аспект, он требует изучения. Поэтому вот тут по Акбуре, там крымский татарский этот слой, и поскольку отец героя, руководитель, один из координаторов национального движения, то, соответственно, нужно было изучить. И многие вещи, конечно, я для себя открывал, потому что мы очень, как бы среднестатистический человек очень мало знает о национальном движении, а это было действительно всенародное движение, оно охватывало огромное количество, в нем участвовало пассивно или активно почти там в разные годы, там 70-80% крымских татар. Народа, да. Поэтому оно и достигло своего успеха. То есть будем искать какую-то сверхидею. Да, вот, наверное, у вас же постоянно проводятся какие-то мозговые штурмы и обсуждаются. Не знаю, не придумали пока? Нет, пока видите, поэтому и вас позвали, может, вы подскажете. Национальные идеи нужно, конечно, наверное, поддерживать очаги культуры. Вот если со своей колокольни, что называется, вот Петербург, то есть Казань, да, столица, республика, это важно, сохранение ее скажем так, идентичности, но не забывать про то, что есть татары в других регионах, и они не просто, скажем так, придатки и какие-то осколки, да, которые как бы тяготеют. У них самостоятельные центры, и их тоже нужно, что называется, как к финским татарам относятся, их же не рассматривают как там осколок там. То же самое надо относиться, что Петербург, несмотря на то, что он тоже находится в одной стране, у него своя вот эта идентичность есть. И действительно, сравним даже тех же татар из одной группы, которые из Петербурга, из Москвы, они отличаются очень сильно.